В администрации района прошла ежемесячная расширенная планерка. Подробности в нашем сюжете. Первый понедельник июля по традиции начался для всех служб района с расширенной планерки в зале заседания администрации Октябрьского муниципального района. Глава администрации выслушал руководителей и специалистов всех служб и подразделений с тем, чтобы сложить картинку ушедшего месяца и наметить планы на ближайшее будущее. Самая животрепещущая тема начала июля – результаты сдачи единого государственного экзамена. 11 класс сдавало 102 ученика. На сегодняшний день один ребенок точно будет со справкой, то есть он не сдал 2 предмета основных, а по остальным детям ожидаемый результат, как я ранее сказала, 6 до 7 числа. Математика у нас профиль сдавали 73 ребенка, то есть помимо базовой части, которую сдают все дети, профильную математику сдавал 73 ребенка. Это кому потребуется математика при поступлении в учебное заведение. Географию сдавал 8 детишек, литературу 4, обществознание 67, биологию 40, информатику УКТ 4. Детский отдых и оздоровление в этом году по линии образования сложился вполне удачно. Участвовало 17 общеобразовательных организаций. Оздоровление прошли 1197 учащихся. С сегодняшнего дня работает вторая смена летних оздоровительных лагерей. В этой кампании принимают участие 3 общеобразовательные организации. Пройдут оздоровление 208 учащихся. По летнему опасный сезон крымской геморрагической лихорадки продолжается. На начало месяца статистика такова. Укушенных зафиксировано 75 человек, в 3 случаях подтверждено заболевание. Все заболевшие пролечены и в удовлетворительном состоянии выписаны из медучреждения. Напоминаем, будьте внимательны и бдительны на природе, старайтесь максимально обезопасить себя и своих близких от укусов клещей. К другим новостям. Октябрьские спортсмены на нескольких соревнованиях высокого уровня вновь показали свою способность держать высокую планку. 14 и 18 на стадионе были проведены чемпионат Октябрьского района по мини-футболу среди сборных команд. Первое место занял Спутник, Хутор Антон, второе Вымпел Заливский, третье место Вектор Октябрьский. 11 июня на стадионе были соревнования, проведены в честь Дня независимости России. В программе был бродный футбол, настольный теннис, мужская лапта, турнир по шахматам. И по итогам также были вручены награды. С 14 по 17 июля на стадионе «Тракт» в городе Волгограде проходили соревнования по футболу в Волгоградской области «Колосок» среди детских команд сельских поселений. И наш Октябрьский район занял первое место. Теперь они приглашены в Краснодарский край, но там полностью они едут за счет областного бюджета. 25 июня 2016 года прошли зональные соревнования сельских спортивных игр Волгоградской области. В городе Суровикино в программе был пляжный волейбол, мини-футбол, русская лапта, шашки, шахматы. Наш район был представлен в полном объеме, 25 человек спортсменов ездили, представляли наш район, и выступили мы очень удачно. Шахматы 6 место, шашки 4, мини-футбол 4, русская лапта 3 и пляжный волейбол мужчины заняли 1 место. Не менее важное направление работы отдела по социальным вопросам в этот период – трудоустройство подростков. У нас с Центром занятости населения Октябрьского района был заключен договор совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Значит, 2 человека у нас отработали в период с 16 июня по 30 июня. Заработная плата одного составила 3075, плюс материальная поддержка 425 рублей. Вот общая сумма за 9207 38 рублей. И с 30 июня у нас по 29 июля вышло на работу сейчас 11 подростков. Вот, они работают тоже по полставке. И еще планируется у нас на август 10 подростков. Сельскохозяйственная перепись активно развернулась по всей территории района. Переписчики прошли обучение и включились в первый этап работы. Пока работаем с ЛПХ, и примерно нам нужно собрать 294 тысячи гектаров. Это около 6600 объектов пройти этим людям. С 1 по 15 августа им придется пройти. Строительные работы в центре поселка Октябрьский вызывают жаркие споры у населения. Мы уже рассказывали нашим зрителям о том, как должна измениться в результате строительства в рамках выигранного гранта парковая зона. Однако в ходе работ список изменений было решено дополнить немаловажным пунктом. Было принято решение еще с районного бюджета выделить дополнительно 3 миллиона рублей
это для того, чтобы нашу площадь всю полностью заделать плиткой тротуара, сделать тротуар. Александр Владимирович там на себя берет ту дорогу, там тоже 2 миллиона, освещение 180 тысяч, да? То есть мы постараемся, как бы, вот, знаете, сделать один раз. Основная задача это когда мы будем говорить так, там, до 10 сентября мы эту работу должны завершить. Основная тема на сегодня – уборка зерновых на полях района. Уборка проходит низкими темпами, не такими, как хотелось бы. Это и масса большая, и подгон есть, и полеглые хлеба есть, и погода на прошлой неделе, как подвела, дожди были. Природа по-прежнему продолжает мешать хлеборобам собирать урожай, однако сдаваться они не собираются, ведь они вложили в этот урожай все свои силы. Качество зерна и фуражное, и продовольственное, но больше проверяет фураж. Цены на зерно от 7 до 9 тысяч рублей за тонну на сегодняшний день. Я всем говорю, пока не надо спешить продавать. Сегодня окончательная цена будет на элеваторе BI рано, должен объявить цену. Специалисты ветеринарной службы развенчали слухи о возникновении случаев ящера КРС в соседних регионах. Про ящеру разговора нету, хотя слухи ходят, но официально его нету, а есть модулярный диапазон, хотя тоже официальных бумаг нету, но в Калмыкии 300 пунктов, Астрахань, говорит Дагестан. Какой-то инфекционный, как она передается? Переносчики, значит, являются комары и клещи. Вот, значит, животное покрывается шишками, все тело, слюнотечение, температура высокая, подается. Визуально определяется. Да, визуально видать сразу. Лечение поддается, лечение дорогостоящее, значит, вакцина есть, дали ее только, не дали, мы ее закупили за свои деньги только именно на вспышку больших доз вакцины. Нодулярный дерматит – вирусная болезнь среди поголовья крупного рогатого скота впервые на территории Российской Федерации была зарегистрирована в сентябре 2015 года на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики. Возбудитель болезни передается в основном трансмиссивно кровососущими насекомыми, комарами, москитами и мухами некоторых видов. Поэтому владельцам КРС в первую очередь необходимо бороться с насекомыми на территории своих хозяйств и производить завоз кормов и молодняка только из незараженных регионов.